Рузаевский район объявлен с некоторых пор территорией опережающего развития. Однако же внешне это заметно только по появившимся на дорогах баннерам и по статьям в газетах. Руководство экономическим блоком республики делает ставку на некие интернет-стартапы и прочие модные вещи. Однако же житель Рузаевки Анатолий Болтинков считает, что богатство лежит в районе прямо под ногами. Его ленятся поднять. Мы с вами сейчас находимся на характерном участке. Таких участков в Рузаевском районе много, они есть. Просто это один такой вот контрастный. Поэтому я вас сюда как бы и пригласил. С одной стороны, отличное поле, засеянное зерновой культурой. Видно, что урожай получит собственник хороший. С другой стороны, это же поле, если отбивать его как границы посадки, это же самое поле, разделенное вот этой дорогой, которую наездили, заросшее березкой. Оно не в обороте. И здесь, конечно, урожай только что березы будет. Два этих поля всего один наглядный пример. Таких примеров Болтинков, профессионально изучивший вопрос, может привести массу. Мы сейчас ищем деньги, откуда взять. И основное вот для нас, для рузаевцев, это земельный налог. Земельный налог, который позволит нам вынуть из оборота вот эти земли, которые не эксплуатируются, и передать их эффективным собственникам. Ну, вот, к примеру, вот этот участок, это по дороге на Шишкеево, он характерен чем? Здесь есть сети, то есть проходит мимо магистраль газовая, проходит мимо электричество, и сделать от них, отпочковаться, не составит труда. Таких участков, которые бы собрать по всему району и сделать из них земельный банк, позволили бы нам, соответственно, проведя инвентаризацию земли, позволили нам изъять бы эти дополнительные деньги, как те налоги, которые не собраны. Вот этот участок, наверняка, он числится за кем-то, но не используется по целевому соглашению, как прописано в условиях на право пользования. По словам Болтинкова, многие инвестиционные проекты в районе тормозятся только потому, что администрация попросту не может выделить под них земельные участки. Нет земли и все тут. Но она есть. Просто тот, на кого она оформлена, не хочет или не может ее эффективно использовать. 30 гектар без хоза стоят. Сколько это будет стоить? Надо задать вопрос, наверное, муниципалитету. И кто за это отвечает? Ведь оценивать работу мы должны по эффективности. Существует детально прописанная в законе процедура, как органы местной власти могут неиспользуемую землю изымать. А для начала было бы неплохо начислить и взыскать с таких горе-собственников земельный налог. Возможно, они бы и сами сдали заброшенные участки. А что если власть об этом забыла? Но это вот полное нежелание местных органов власти заниматься сбором налогов. Проще протянуть руку и сказать: насыпьте мне сюда. Вот, выйдите в поле, как говорится, и в поле вы соберете все, что вам надо. Есть простой и понятный способ превратить Рузаевку из депрессивной территории в развивающуюся, пусть для начала даже не опережающими темпами, но хоть как-то. В данном случае конкретно вы должны создать банк земли, который можете предложить тому или иному инвестору. Одному нужна земля для разведения племенного скота, третьему для пахоты, четвертый возьмет их для, допустим, того же завода по глубокой переработке зерна. На сегодня самое востребованное производство – это производство кормовых ингредиентов из зерна. Мы зерно собираем и благополучно отправляем. В лучшем случае получаем из Турции муку, из Китая получаем хрустящие палочки, а тот же лизин, тот же крахмал, тоже сухой продукт из зерна мы все импортируем. Однако для этого власть должна работать, а не клянчить очередные субсидии. Но она это сделает только тогда, когда жители района ее заставят. Или мы так и будем на знаменитом мордовском черноземе растить березки.